Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я проведу отсыпочку на такую тему. Суперлуния. Что важное в суперлуние вам откроется, от чего избавитесь и что новое придет в вашу жизнь. Загадайте, пожалуйста, на себя, на то, что вас беспокоит. Загадайте на правду, на то, что уйдет. И пусть нужная и важная информация вам, мои дорогие любимые, обязательно откроется. Суперлуния у нас особенная. Это самая большая луна в этом году. Ближе всего луна подойдет к Земле. И если у вас есть возможность, обязательно выходите, смотрите и приветствуйте Луну. Вот кто Луну приветствует в момент полнолуния, а тут еще и суперлуния, все подарочки получают. Луна знает, как подарочек прислать. Поверьте, это работает. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Главная фигурка у нас парус. Парус — это замечательно. Парус — это и есть новая жизнь. Парусом вы уловите ветер перемен, сможете изменить свою жизнь к лучшему. У вас прям на линии судьбы лежит парус. Но парус в вашу жизнь приходит через боль, после боли. Тут очень много, знаете, таких моментов: ложь, обман, предательство, какие-то гонения в вашу сторону, потери еще вижу. Да, кто-то из вас потерял. Очень много боли в вашей жизни было. Вы так настрадались, вы так намучались. Я уж не знаю, как вы смогли это все пережить, как вы находите в себе силы жить дальше. Как будто бы ад прошли, вперед и назад прошли. Либо в аду даже таких мук, как вы испытали, наверное, еще не придумали. Вокруг вас просто беснуются какие-то одержимые люди. Такие знаете, кровопийцы, упыри, хочется сказать. Прям жертвой вас своей назначили. Либо этим людям что-то от вас нужно и прям тянут, прям по-живому от вас отрывают, отрезают. Мне идет, что вы человек, который очень много страдал и страдает еще в сегодняшнем дне. Очень много именно наносного. Это не то, что вам там по судьбе, да, либо вы там нагрешили, заработали. Нет, это больше даже похоже на какие-то испытания, но опять же очень жесткие испытания. И скоро конец этим испытаниям придет. Как ни крути, птицы вырвутся на свободу. Показывают рядом с вами еще одного человека, который тоже очень сильно пострадал или пострадает в сегодняшнем дне. Может быть, вы мама, у вас есть дети, у вас жизнь ужасная, тяжелая, болезненная, и детки ваши тоже мучаются. Может быть, это вы и ваши родители. Может быть, это вы и ваш любимый человек. Не одна здесь жертва, а как несколько, потому что птицы, именно птицы. Я вижу перед собой 3 птицы, возможно, их больше. Но пострадали люди, наравне с вами пострадали, но вам больше всего досталось. Потому что вы такой человек, вы, даже когда вам больно, тяжело, вы больны, и вас еле ноги держат, вы все равно находите в себе силы защитить и помочь другим. Особенно тем, кого вы любите. А любите вы всех, поэтому помогаете всем. Себя не щадите. Ангелы плачут, когда видят, как вам тяжело. И также я вижу, что вам какие-то знаки стали приходить в последнее время. Знаков очень много. Да, их сложно разобрать, но какие-то ситуации, они постоянно повторяются. Вы замечаете одинаковые цифры, одинаковые слова, одинаковые имена. А в одно и то же время с вами что-то происходит. Также могут быть моменты, связанные с тем, что вы стали встречать каких-то определенных людей, которых раньше не встречали. Да, кого-то встречаете, кого-то не встречаете. Плюс у кого-то еще сны очень сильно изменились за последнее время. Сны. Через сны очень много информации. Вы даже, может быть, и не помните, но сны какие-то впечатления вам несут. Вы просыпаетесь, либо вы в хорошем настроении, либо в плохом, либо в тревожном, либо наоборот в счастливом.
Вот у кого в последнее время много снов было, очень непонятных, странных, у вас открывается ваш дар, у вас открываются ваши способности. Возможно, пройдя через все это зло, через всю эту боль, испытания, действительно вы таким образом подобрали ключ к замку, на который был закрыт ваш дар, да, ваши способности. А у кого-то это и есть путь обретения способностей. Да, помучившись, прожив как будто бы разные жизни, судьбы, вот эти беды все прожив, вы теперь совершенно по-другому ко всему относитесь, и вы можете понять любого человека с любой болью, с любым переживанием. Ведь нельзя, как здоровый не поймет больного, а богатый не поймет бедного, да, вот как-то так мне идет. Вообще мне идет, что у вас была хорошая жизнь до определенного момента, а потом как будто бы все начало рушиться, сыпаться, как будто бы рассыпался, как карточный домик, вот весь ваш мир, который вы с таким трудом создавали. И это как будто бы было очень тяжелым ударом для вас, от которого вы еле-еле оправились, а кто-то до сих пор еще пытается оправиться. Честно скажу, есть на этой отсыпке люди, которых предали. Вот предали в чистом виде. И предали свои, не чужие. От этого предательства стало еще больше коварным и еще больше болезненным. Таким, что прям вообще ничего не хотелось. Да? Вот хотелось закрыться, убежать, спрятаться, чтобы никого не видеть, не слышать. И вообще, чтобы все оставили в покое. Это было ваше время, кстати, трансформации. Возможно, вы были отшельником, либо в аскезе жили. Это было ваше время трансформации. Но Луна вам обещает перезапуск вашей жизни. Как будто бы мечи будут согнуты и сломаны, а вместо мечей вам клевер идет. Причем мечи у вас справа погнуты, сломаны, а клевер у вас слева. То есть вы этого не ждете. Вы не ждете, что ваша боль, ваши страдания прекратятся. Вы не ждете, что вот что-то хорошее, светлое, очень доброе, счастливое случится в вашей жизни. Но под клевером у вас человек показан. Это именно человек, который принесет вам удачу. Человек, который своими силами, подсказками, умом, способностями изменит вашу жизнь к лучшему. Знаете, как ключевой человек. И также, мои дорогие девушки, кто не имеет личного счастья, даже если вы сейчас не свободны, но вы не счастливы, то идет тот, кто вам счастье подарит. Тот, с кем вы соедините свои судьбы, свои сердца объедините и будете очень счастливы. Я сейчас скажу такую вещь, что вышло, то вышло. Да? Вот как муж, который не любил, не ценил, использовал. У кого-то вообще идет, что не только муж, но вся его семья. Вот прям соки с вас пили, вы у них просто вот на подхвате были. Вот издевались. И мужчина издевался, и его там мама, отец, его вот сестры, братья, да, какие-то родственники, вот как издевались над вами. Все, что было у вас, отобрали и вообще отбили у вас желание жить, мечтать и вообще чего-то добиваться. Очень много угнетения я вижу на вас, очень много. Вот не принимали ни в какую, всегда искали на вас какие-то пятна, какой-то негатив, вам все приписывали, вас постоянно вот как грязью обливали, да, постоянная ложь, ужасная ложь, что вы такая, сякая, то, сё, ужасно было. Вот я вижу, что вы из этого ада выберетесь. Это будет точка, которую вам поможет поставить этот мужчина, который под клевером идет. Знаете, как будто бы он вас спасет от этого всего ужаса, прям на своих руках вынесет в новую жизнь. И вы ему поверите, вы посмотрите в его глаза, вы почувствуете сердцем, что да, это именно он, тот, кто вам нужен. Вас с этим мужчиной ждет очень счастливая жизнь. Он будет вас любить так, как никто не любил, так, как вы сами себя даже любить не можете. Прям будете себя чувствовать королевой, как будто бы вы выиграли миллион, да, либо сорвали суперкуш. Вот такое ощущение идет. Так, а кто-то, в принципе, да, вот обжегся в отношениях, и мне вообще идет какая-то привязка к кому-то очень плохому. Как будто бы человек, демон во плоти, и вас к нему привязали.
Может быть, сам человек этот привязал, может быть, кто-то другой привязал, может быть, человек попросил, чтобы к вам привязали, вернее, вас к нему привязали. Вот вы вроде уже и не вместе, а все равно вам покоя нет. Он постоянно вас задевает, эмпатически, лично постоянно приходит. Как только у вас с кем-то начинаются отношения, он тут же проявляется, тут же все разрушает, там 1000 обещаний и опять слова не держит. У кого-то, в принципе, страх, даже испуг идет от мужчин, потому что так больно было, так страшно было, невыносимо было. Да? Вот не могу больше верить мужчинам, не хочу, не буду. Все одинаковые, все притворщики, все жизнь портят женщинам. То есть у кого-то, да, испуг еще был. Но вот, видите, новенький мужчина под клевером жизнь вашу к лучшему меняет. Вообще мне идет, что вам личное счастье, ваше личное счастье, то, что вам на роду написано, оно уже где-то рядом, но буквально вот подходит. У кого-то еще и в этом году встреча случится, а у кого-то в следующем году. И еще, мои хорошие, есть информация о том, что вот мужчина, который под клевером, вот для девушки придет, вы с этим мужчиной когда-то были знакомы, и вас даже что-то соединяло и объединяло. Ну, допустим, вы вместе учились, вы по соседству жили, вы могли вместе работать. И этот мужчина, он вас любил всю жизнь. Возможно, вы не виделись 10 лет, 20 лет, да, там 30 лет кто-то не виделся. И он все-таки добьется вас, он появится в вашей жизни, и вы уже как бы посмотрите на него другими глазами, поймете, что да, это был именно мой человек, но такие были обстоятельства, может быть, вас насильно развели, вот вы не смогли быть счастливыми тогда, но зато можете быть счастливыми сейчас. Видите, как у всех разные судьбы, но идет один посыл. Вам счастье личное, оно уже как бы на носу, на пороге у вас. Да, оно на роду написано, и оно уже очень близко к вам подошло. Дальше, мои хорошие, здесь образ какой-то ужасной лисы. Лиса, которая постоянно от вас как будто бы откусывала. Хитростью человек мог у вас что-то отбирать, забирать, воровать. Понимаете? Вот как по куску так вырывала. И каждый раз вы либо ничего не могли поделать с этой лисой, либо вы не понимали, кто эта лиса, либо вы прощали, надеялись на лучшее, а получалось худшее. Лиса. Но эту лису сами высшие силы остановят. У нее, знаете, как будто бы зубы все выпадут, и уже нечем будет кусаться. Что, обслюнявить сможет, да, откусить уже не сможет. Какое-то страшное наказание. Вообще зубы – это сила. Обычно там волосы говорят, но нет, это не волосы, это именно зубы. Вот если зубы выпадают, человек теряет силы. И в энергетическом плане то же самое. У лисы не будет зубов, они выпадают, они уже у нее шатаются и выпадают. А то прям совсем не будет, как голая челюсть, да, как пасть голая, без зубов. И эта лиса для нее это прям как смертный приговор. Силы закончатся, вообще ничего не сможет. Не то чтобы кусать, вообще ничего. Питаться не сможет. Эту лису страшное ждет. Но в то же время вы получите свою сатисфакцию. Вы поймете, что пусть не я, но высшие силы лису наказали, и от лисы меня избавили. Лисой могут показать как и женщину, так и мужчину. Но то, что человек у вас забирал, отбирал, воровал, это 100%. И это продолжалось достаточно долго. Теперь этой лисы я рядом с вами не вижу. Я не вижу, чтобы у нее были зубы. У нее, наоборот, какой-то ужас. Она какая-то вся скрюченная и худая. Страшная. Вот лодка ваша. Лодка не могла плыть из-за какой-то коряги. Видите, в корягу уперлась и не могла плыть. А этой корягой был какой-то человек. Человек вас не пускал туда, где ваше счастье было, туда, где ваша реализация была. Может быть, человек вот прям дороги вам все отрезал, перекрыл и стоял как столб, да, вот прям такой, который не сдвинешь и не подвинешь. И также у кого-то отыграется, что человек, именно магическим путем мог закрыть вам дороги и стать тем самым непреодолимым препятствием на пути к вашему счастью, к вашей счастливой жизни. Видите, как показали лодка,
где вы сидите, прям уперлась в эту корягу, уперлась. Смотрите, лодке никак не проплыть. То есть, ну, застой в вашей жизни, нет развития. Будто бы пауза, да, бесконечная пауза в жизни. Видите, вы в другую лодку пересядете. В другой лодке человек вас к себе вот зовет и говорит: давай, садись в мою лодку, мы проплывем, там нет препятствий. А у меня лодка прям моторная, быстрая, она классная, мы очень быстро поплывем. Но вот опять же, видите, ключевой человек рядом, тот, кто вас из вашей лодки, которая вот на корягу напоролась, да, может быть, если даже эту корягу вынимать, то эта лодка, она течь даст, да, в ней уже дырки образовались, и в ней по-любому никуда не поплывешь. Вас человек в свою лодку сажает, и с этим человеком вы свои мечты реализуете, вы добьетесь всего того, о чем мечтали, даже не мечтали. Это как помощник, это тот, кто спасает, это тот, кто тяжелое что-то берет на себя и вкладывается в то, чтобы у вас все хорошо получилось. Еще мне идет этот человек под знаком весов. Может быть, это человек, который действительно родился под знаками весы. Также это может быть связано с тем, что именно в сентябре, начиная с сентября следующего года, вы получите все то, что вот прям ваше было, да, благодаря этому человеку. Вы измените свою жизнь и получите все то, о чем мечтали, хотели, или то, что вам по судьбе было положено. То есть следующий сентябрь, в конце сентября у нас весы вступают, по-моему, 24 числа, вот вы получите благодаря этому человеку. Да, вашу лодку уже, к сожалению, не спасти. Слишком долго эта коряга мешала, прям вросла в вашу лодку. Но зато есть тот, кто вас пересадит в свою лодку. А его лодка, либо ее лодка гораздо вот лучше. Да? Мне идет моторная лодка, очень быстрая лодка. Ну, представьте так, на минуточку, да, меньше чем за год реализовать все, что вы мечтали, хотели уже получить результат. Конечно, это очень быстрая лодка. Получится. Дальше, мои хорошие, кто-то не может смириться с потерей. Потеря, я так понимаю, вы потеряли кого-то любимого, родного, близкого. И человека уже нет. Душа мается по поводу вас, потому что вы постоянно плачете, вы закрылись от жизни, вы ничего не хотите. Вот как ушел этот человек в иной мир, и вы как будто бы наполовину ушли. Да, вот вроде и живете, и не живете. Ничего не хочется. Как будто бы, знаете, часть вас умерла в тот момент, когда этот человек ушел. Ну тут да, именно смерть разлучила, смерть. Это очень тяжело. Примите мои соболезнования. Но с другой стороны, вам нужно жить дальше. Конечно, этого человека, кто ушел, вам уже никто не заменит. Ну, такого не бывает, да, автозамена не пройдет. Но я вижу, что рядом с вами вот как животное какое-то появится. Животное, это может быть кошечка, собачка, не знаю, птичка. Животное, с кем вы забываться начнете, переключаться. Вот новый, как член семьи, хочется сказать, да, скорее всего, это и будет новый член семьи. Станет вашей отрадой, вашей отдушиной. И вам иногда будет казаться, что это животное даже вот чем-то напоминает вам человека, который ушел. Больше похоже даже, что душа этого человека время от времени может вселяться в этого животного, чтобы вас поддержать, чтобы с того света показать вам свою любовь, либо защитить вас, либо предупредить о чем-то. Но вы потом поймете, что будет происходить. Животное у вас появится в течение 3 месяцев. Причем так оно появится, что вы, может быть, там не планировали, а вам его дадут, либо вы на улице найдете. Само придет животное. Также могут быть моменты, когда вам ни с того ни с сего там на передержку дают, просят, пожалуйста, выручи, вот возьми, да, там собачка, кошечка. А потом не забирают, и это животное становится с вами. Или вы планируете, например, купить, да, вы там начнете искать там, по питомникам, по продавцам, и вот это животное само вас выберет, само там на вас вскарабкается, либо там вцепится в вас, да, не будет отпускать. Ну, в общем, оно найдет, животное вас найдет. Я раз говорю, это именно живое существо, да, вот котенок, щенок, может быть взрослая кошка, может быть даже подрощенная собака.
Или птица мне почему-то еще идет. Может быть, попугай. Ну, либо какая-то другая птица. Но вы поймете, вы все прям почувствуете, вы все поймете. И вот благодаря этому животному вы действительно утешитесь и жить начнете. Нормально, полноценно жить. Вот. А эта боль утраты, она начнет стихать. И когда вы перестанете постоянно плакать, душа усопшего будет приходить к вам во снах. Это может быть не каждый день, либо не каждую неделю, может раз в месяц, может раз в 2 месяца. Но общение будет происходить, потому что душа этого человека, который ушел, будет вас защищать, оберегать и вам подсказывать. Это как ваш второй ангел-хранитель. Не так вышло, потому что при жизни человек вас очень сильно любил. Еще смерть какая-то такая, знаете, очень, либо резкая, либо неожиданная. Примите соболезнования, да, это всегда очень тяжело, и я душой с вами. Дальше, мои хорошие, вот с работой, с деньгами. Как будто бы все двери вам закрыты. Вот все двери. Чтобы получать деньги, все двери закрыты. Чтобы тратить, наоборот, как будто бы из карманов само высыпается, да, из кошелька деньги сами как будто бы выпрыгивают. Но вот причиной того, что у вас с деньгами проблемы, у меня идет то, что вы кому-то деньги давали, одалживали, просто давали, деньгами помогали. И из-за этого это все с вами произошло. У кого-то еще может отыграться, что у вас кто-то деньги забрал и, например, на эти деньги какой-то там ритуал или обряд сделал. Без вашего ведома могли у вас из кошелька взять. А так вообще то, что вы очень много раздавали деньги. Раздавали вы людям, которые очень сильно завидовали. Например, да, вы получили зарплату, получаете вы немного. Пришла какая-нибудь там соседка, либо родственница и давай слезы лить. Дай мне денег. Вы даете, она на ваш кошелек посмотрела, а у вас там зарплата лежит. Она такая: она богатая, у нее деньги есть. Как дурной глаз лег. Меньше будете давать, меньше будете раздавать, денег будет становиться больше. И еще от себя могу добавить, что нужно заряжать деньги. На новолуние особенно заряжать, монетки заряжать серебряного цвета. Это тоже очень хорошо работает и помогает. Но я вижу, что вы выберетесь из своей этой долговой ямы, из этого состояния, когда у вас мышь в холодильнике повесилась, и вы выйдете, тут буква Е, благодаря каким-то подсказкам, советам людей. Какие-то умные люди будут рядом, которые могут своими словами, советами и подсказками вам помогать. А еще здесь показывают, что вы ворона на руках держите. У кого-то может отыграться, что вы откуп должны сделать. Откуп, переклад. Давайте уже говорить как есть, да, раз это у нас отсыпка честная, говорю как есть. Откуп, переклад. Но вы знаете, что вороны, они собирают всякие разные яркие безделушки. Там бумажечки красивые, кусочки там металла, бусинки, монетки тоже собирают и купюры собирают. Я понимаю, что вы все разные, все живете в разных странах, да, возможно, кому-то такой обряд, вот когда вы делаете откуп воронам, да, вот чтобы именно ворона вашу монетку забрала, либо вашу купюру забрала, кому-то может помочь. Если будете делать такой откуп, обязательно делайте на убывающую луну. То есть там, где вороны собираются, либо вы их можете там подкормить заранее, и потом вот какие-то монетки, яркие монетки, не обязательно там, чтобы они были большого номинала, главное, чтобы они были яркие и блестящие. Вот вы можете воронам давать, потому что вот он, ворон, сидит у вас на руках. Ну и также ворон может указывать на очень мудрого человека. Человек, который по природе своей не только знаниями академическими обладает, но и общается между мирами, да, передвигается между мирами. Обычно такие люди — это маги, экстрасенсы, эзотерики. Человек, который может вам раскрыть тайну, как вам от этого избавиться. Но то, что ваше по судьбе, оно к вам придет. То есть если вам через откуп вы это будете делать, вы откупитесь. Если вам через
мудрого человека, то судьба вас приведет к этому мудрому человеку, и советы помогут. Плюс еще по букве Е я вижу других людей, которые тоже будут вам как-то вот советами, подсказками, там, работой помогать. Да? Вот, будет несколько людей, которые будут вам помогать. Ваша боль, она небесам известна, они знают, о чем у вас болит. Но в то же время вы продолжаете дальше кому-то деньги одалживать, либо просто отдавать, либо вы делаете подарки, может быть, тем людям, которые этого недостойны. Как будто бы в пустоту деньги, как в топку кидаете. Пересмотрите свои привычки. И если вы на постоянной основе кому-то даете деньги, перестаньте это делать. Либо один и тот же человек постоянно приходит к вам занимать, просто не давайте. Так 3 раза не дадите, этот весь негатив, он уйдет. Уйдет. Да. Так, и еще, мои хорошие. Вот здесь вам идут мосты. Причем мосты разные. Есть мосты очень классные, такие четкие, по которым можно очень приятно пройти. И есть мосты, которые похожи на вот эти веревочные мосты, подвесные, да? Там, где идешь, все шатается и страшно. Над пропастью, например. Вам такой совет: чтобы выбраться из бед, чтобы изменить свою жизнь, вам нужно налаживать отношения и общение с разными людьми. Особенно с теми, кто вам кажется, к вам плохо относятся, да, вот люди, которые там надменными кажутся, либо такими вот далекими, холодными. Наводите мосты, начинайте общаться. И еще вам рекомендация: не бояться говорить о своих проблемах и обязательно просить помощи, когда вы в ней нуждаетесь. Потому что пока вы молчите, никто не может вам помочь, никто не может прочитать ваши мысли, прочитать вашу судьбу и прийти и сказать: давай я тебя спасу. Нет, вы должны об этом говорить. Есть проблема, надо решать, надо о ней говорить. Нужно идти там во все кабинеты, во все двери, ко всем людям, кто может, по вашему мнению, вам в этом помочь. И вы очень сильно удивитесь, когда поймете, что это работает, что люди не склонны отказывать, а наоборот склонны помогать. Вот сейчас, скорее всего, вы услышали мой совет и сказали: да ну кто мне будет помогать, все пошлют на 3 буквы, и так оно и будет. Но вы очень сильно ошибаетесь, у вас особая энергетика, за вами сильный ангел стоит, и этот ангел будет смягчать сердца людей, к которым вы приходите. И чем открытие вы будете говорить о своей проблеме, тем больше помощи вы будете получать, тем больше ответ вы будете получать, да, взаимодействие будет более четким. Вы не привыкли жаловаться, но просить помощи — это не значит жаловаться, это разные вещи. И еще единичка. Почему вы не хотите быть под единичкой? Вы делаете как будто бы все, лишь бы не быть под этой единичкой. Вы, смотрите, у кого-то отыграется, что вы не хотите верить себе, но предпочитаете верить другим. Либо вы в зависимости от других людей, от чужого мнения. А у кого-то отыграется, что вы по натуре лидер, сильная личность, но вы избегаете быть лидером. Вы за кем-то идете, причем веря этому человеку. Да? Как только вы возьмете ответственность за свою жизнь в свои руки, и как только вы перестанете избегать ответственности, начнете верить прежде всего себе, у вас жизнь действительно даст очень крутой вираж. Эта единичка, она вас просто вот как на ракете вверх поднимет, прославит, даст вам то, о чем вы желали. У кого-то карьерный рост, у кого-то бизнес прям выстрелит, у кого-то, может быть, даже какая-то деятельность, да, где вы как главный человек, да, вот за вами люди пойдут, вот так мне идет. Единичку нельзя бояться, и нельзя за дураками ходить. Да, дураки, они как бы красноречивые, они красиво могут рассказать, но от этого глупость их не уменьшается. Люди делают ошибки, ведут в ошибки других людей, и потом они находят крайних, левых, правых, там перекидывают это все, говорят: нет, это не я, это там люди плохие, а я хороший, я хорошая. Вам нужно верить только лишь себе, слушать только лишь себя, и не бояться быть лидером. Вот вы рождены для того, чтобы быть лидером. Неважно, сколько вам лет, неважно, чем вы занимаетесь. Вы от природы очень хороший лидер. Вот. И ваше лидерство очень многим поможет. Ну и вам в первую очередь.
И еще, мои хорошие, у кого сейчас проблемы из-за конкурентов, ну, либо какая-то очень жесткая конкуренция сложилась, и вы ничего поделать не можете, вы чувствуете себя абсолютно беспомощным человеком и просто наблюдаете, да, как вот ваше дело, либо ваша мечта так и чахнет, да, не успев расцвести. Смотрите, ваши конкуренты, их надолго не хватит. Часики тикают, время идет. Я вижу, что вашим конкурентам тут буквально осталось всего ничего. И вот их дело, их творение, их деятельность накроется большим таким медным тазом. И кто-то по этому тазу ударит. Такой, знаете, прям звон пойдет. А у вас же наоборот. Наоборот, руки развяжутся. То, что кажется сейчас навсегда утерянным и невозможным, вот как раз-таки оно случится. И еще мне идет, что вот ровно через месяц у вас какая-то горячая пора начинается. Настолько горячая, что вам, ну, спать некогда будет. У вас вот дела, работа, деятельность. Ну, либо если конкуренция в отношениях, да, вот в любви, то прям совсем, ну, другой вид отношений. И действительно, вы полностью будете с этим человеком 24/7. Ну, а кто-то на работе будет 24/7, но зато вы займете очень классное место, вы будете вне конкуренции. То есть настолько вырветесь вперед, что уже другие вас никогда не смогут, не то чтобы там догнать, вообще приблизиться, даже вот видимо приблизиться к вам. Это вот ровно через месяц, у вас через 30 дней будет. Ой, ну, наверное, да, Новый год у вас будет немножко по другим девизам. Давай больше, да? Не праздновать, отмечать, а давай больше. Работа прежде всего. И еще, мои хорошие, показывают большой узел. И этот узел, он точно развяжется. Причем я вижу, как много вы старались над тем, чтобы развязать этот узел, но вам кто-то помогал, но помогал неправильно. То есть, где вы развязывали, человек, наоборот, завязывал. То есть, вы делаете одно, а человек делает другое. То есть, помощь была абсолютно неэффективной, еще и какой-то злонамеренной. Да? Может, человек специально это делал, смотрел вам в глаза и говорил: да, я тебе помогаю, я знаю, как тебе помочь. Но при этом только лишь ухудшал ситуацию. Помощь могла быть как и близкого человека, так и просто знакомого, так и профессионала. Но я вижу, что узел все-таки развяжется. Когда вы начнете действовать в одиночку, когда вы уже ни от кого ничего ждать не будете, просто попробуйте сами, вот на свой страх и риск. Вот тогда узел у вас и развяжется, и проблема решится, и ситуация разойдется, и вы избавитесь от того, что вам действительно мешало и натирало жить. Вот такой момент. Мои хорошие, на этом у меня все. Всем спасибо за внимание, берегите себя, всем пока-пока.